Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке отправимся в путешествие по удивительному океану. Этот океан наименьший из всех океанов Земли по площади и глубине. Самое первое письменное упоминание о посещении этого океана относится к IV веку до нашей эры, когда греческий путешественник Пифей из Массилии совершил плавание в страну Туле. В 1595 году фламандский картограф и географ Герард Микатор отметил на карте этот океан. По легендам, в этом океане находится земля Санникова, остров, о котором упоминали полярные исследователи XIX века. Русский купец Яков Санников уверял, что в 1810 году видел среди арктических льдов цветущий оазис. Однако множество экспедиций отправлялись на поиски загадочного острова, но ни одна из них не увенчалась успехом. По словам известного японского экстремального путешественника Наоми Уээмура, этот океан – страшное место. Наверняка вы догадались, что речь пойдет о Северном Ледовитом океане. Давайте узнаем, что же в нем необычного. Согласно исследованиям ученых разных стран, когда-то океан был пресным озером и соединялся с Атлантическим океаном узким проливом. 18 миллионов лет назад в результате перемещения тектонических плит увеличился пролив между Европой и Гренландией, что привело к поступлению соленой воды в Арктику из Северной Атлантики и превращению пресного озера в океан. История исследования Северного Ледовитого океана – это история подвигов многих поколений мореплавателей, путешественников и ученых стран мира. В далекие времена о полярных водах хорошо знали поморы. Поморы были первыми русскими на берегах Студенного моря. Так в XI-XII веках называли этот океан. На деревянных кочах и ладьях пускались они в плавание по суровому океану. Поморы вели промысел морского зверя, ловили рыбу, занимались охотой. Наиболее важные открытия в океане были связаны с поисками северо-восточного морского пути. Исследуя сведения о плаваниях русских, англичане и голландцы предприняли попытки отыскать кратчайшие пути из Европы в страны Востока. Трижды отправлялся на поиски этого пути мореплаватель Вильям Баренц. На основе исследований была составлена карта западной части океана. Русский Одиссей, как называли Семена Дежнева, 50 лет своей жизни странствовал по северным морям, открыл пролив между материками Евразия и Северная Америка, исследовал береговую линию океана. Начало планомерному изучению берегов океана положила Великая Северная экспедиция. Ее участники в течение 10 лет совершали научный подвиг, прошли путь от побережья Печоры до Берингова пролива. В результате были нанесены на карту тысячи километров побережья. Первое сквозное плавание по известному с середины 1700-х годов судоходному маршруту между Европой и Азией через Северный Ледовитый океан осуществила русско-шведская экспедиция под руководством Норденшольта. Они прошли путь с запада на восток вдоль берегов Евразии с одной зимовкой. Существенный прорыв в полярных исследованиях осуществила норвежская полярная экспедиция под руководством Нансена. Основной целью экспедиции было исследование высоких широт Арктики и достижение географического Северного полюса. Впервые в мировой практике небольшая команда сознательно вморозила специально построенное экспедиционное судно в паковые льды с целью систематических комплексных исследований бассейна Северного Ледовитого океана. Важно отметить, что это была первая полярная экспедиция XIX века, в ходе которой не было потеряно ни одного человека. XX век обозначен великими открытиями северных просторов. Северный полюс манил своими суровыми просторами. Покорение северо-западного прохода осуществилось полярным путешественником Амундсеном. Роальд Амундсен – единственный исследователь своего времени, совершивший морской переход и северо-восточным вдоль берегов Сибири, и северо-западным морским путями по проливам канадского архипелага. Американский полярный путешественник Роберт Пири достиг в 1909 году Северного полюса. В ходе экспедиции было получено подробное описание побережий океана. Русский моряк и ученый Георгий Седов в августе 1912 года на судне Святого Фока отправился в плавание к Северному полюсу. Но Баренцево море было сковано льдами. Экспедиции пришлось зимовать у берегов Новой Земли.
Во время зимовки ученые обследовали берег до мыса Желания и впервые по льду пересекли остров. В 1930 году экспедиция Шмидта прошла на ледоколе «Георгий Седов» из Баренцева моря к западным берегам Северной Земли. Под руководством Шмидта была организована первая дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1». 6 июня 1937 года ее экипаж начал дрейф в арктических льдах. Эта экспедиция положила начало новому этапу в исследованиях и освоении Арктики. Возможность прохода через океан за одну навигацию была доказана еще в 1932 году на ледоколе «Александр Сибиряков». Но не всегда отважным и мужественным полярникам удавалось покорить суровую природную стихию. В августе 1933 года пароход «Челюскин» вышел из Мурманска для доставки грузов по трассе Северного морского пути. В Чукотском море пароход встретился со сплошными льдами и 23 сентября оказался полностью заблокирован. «Челюскин» дрейфовал 5 месяцев и 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия был раздавлен льдами и затонул в течение 2 часов. На льду оказалось 104 человека. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. 13 апреля спасательная операция была успешно завершена. И сегодня люди, находящиеся в Северном полюсе, совершают трудовые и человеческие подвиги. Комплексные исследования океана продолжаются. Современная дрейфующая станция представляет собой небольшой поселок. Для полярников строится жилье, для размещения аппаратуры и оборудования возводятся специальные строения. Станции «Северный полюс» выполняют программу комплексных круглогодичных исследований. Часть работ выполняется в интересах ВМФ Российской Федерации. Например, навигация и связь с атомными подводными лодками. На сегодняшний день проложены даже туристические маршруты. Все это позволяет открывать тайны океана. Итак, Северный Ледовитый океан – наименьший из океанов Земли. Он расположен в северном полушарии между Евразией и Северной Америкой, в центре Арктики. Площадь 14,75 миллионов квадратных километров. Он отличается суровостью климата, обилием льдов и относительно малыми глубинами. Береговая линия океана сильно расчленена. Здесь представлено большое количество островов. По их количеству Северный Ледовитый океан уступает только Тихому океану. Практически все острова расположены по шельфу. Крупнейшие острова и архипелаги материкового происхождения: Канадский арктический архипелаг, Баффинова земля, остров Гренландия, архипелаг Шпицберген, земля Франца Иосифа, Новая земля и Северная земля, Новосибирские острова и остров Врангеля. Северный Ледовитый океан располагается на североамериканской и евразийской литосферных плитах. Большая часть его территории занята шельфом, на который приходится около трети всей площади. Выделяют рельеф берега и рельеф дна океана. Берега Северной Америки и Евразии значительно отличаются своим рельефом. Североамериканский берег обладает холмистым рельефом с чередованием равнин и низкогорий. Острова Канадского архипелага характеризуются горным ледниковым рельефом, арктическая кордильера. Главные черты рельефа поверхности острова Исландия определяются вулканическими формами. Здесь более 30 действующих вулканов. Евразийский берег на западе высокий, расчленен многочисленными фьордами. На востоке дельтовидный и лагунный. На Скандинавском полуострове берег представлен низкогорьем. На территории России – равнинами и низкогорьями. Северный Ледовитый океан принято делить на 3 обширные акватории: Арктический бассейн, Североевропейский бассейн и территории в пределах материковой отмели. Долгое время считали, что котловина океана мелкая и ровная, однако первые же промеры в Арктическом бассейне показали неоднородность рельефа. Здесь находится срединно-океанический хребет, который пересечен множеством разломов. Это северное продолжение Срединно-Атлантического хребта. Наличие больших глубин в центральной части, чередующихся с крупными подводными хребтами, характерная черта океана. Подводные хребты делят дно океана на несколько котловин. Центральная часть занята котловинами Нансена, Амундсена. Здесь проходят глубоководные разломы и хребты Менделеева, Ломоносова и Альфа. Выделяют 5 котловин и 2 крупных поднятия. Моря Северного Ледовитого океана расположены на материковом шельфе,
поэтому они не глубоки. Большая часть морей является окраинными. К внутреннему морю относится Белое море, а море Баффина – к межостровному. Самым крупным заливом является Гудзонов залив. Окраинные моря – Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бафорта, Линкольна, Гренландское, Норвежское. Самое глубокое из них – Гренландское море. Максимальная глубина – 5527 метров. На моря, омывающие берега России, приходится свыше 50% их площади. Через моря океана проходит кратчайший путь из Балтийского моря до Владивостока – Северный морской путь. Соленость морей ниже океанической. В целом, соленость всего Северного Ледовитого океана очень низкая. Во-первых, сюда приносят пресную воду полноводные реки Евразии и Северной Америки. Во-вторых, от ледяной шапки постоянно откалываются льды, их таяние оказывает очень сильное опресняющее действие на воду океана, а также понижает его соленость. Океан расположен в арктическом и субарктическом поясах, что обуславливает климатические особенности. Весь год здесь преобладают арктические воздушные массы, сильные ветры редко дают о себе знать. Обычно скорость не превышает 6 метров в секунду. Однако, в отличие от Антарктики, климат здесь все-таки теплее и мягче. Это связано с тем, что океан сохраняет большие запасы тепла, постоянно пополняемые водами Атлантики и в меньшей мере водами Тихого океана. Таким образом, Северный Ледовитый океан не охлаждает, а существенно согревает обширные пространства суши северного полушария, особенно в зимние месяцы. Средняя температура воздуха зимой колеблется от минус 20 до минус 40 градусов Цельсия, летом около 0 градусов Цельсия. Через весь океан от Берингового пролива до Гренландии происходит движение вод в обратном направлении, с востока на запад. Теплое североатлантическое течение, проникающее в океан с юга, называют отопительной системой Европы. В то же время приполярные области океана находятся подо льдом. Наличие льдов – самая характерная особенность океана. Здесь преобладает многолетний лед толщиной от 2 до 4 метров. Лед движется под действием ветров и течений по часовой стрелке, дрейфует. Льды сталкиваются, образуя нагромождение льда – торосы. Способствуют образованию льдов низкие температуры и относительно низкая соленость поверхностных водных масс. Зимой 0,9 площади Северного Ледовитого океана покрыта дрейфующими льдами преимущественно многолетними и припаями в прибрежной зоне. В арктическом бассейне дрейфуют по 6 и более лет так называемые ледяные острова, образующиеся из шельфовых ледников канадского арктического архипелага. Их толщина достигает 35 метров. В морях Баффина и Гренландском обычные айсберги. Именно айсберги являются одними из важнейших источников пресной воды и даже используются в деятельности человека для ее получения. Одновременно айсберги представляют угрозу для судов. В Северном Ледовитом океане сформировалось несколько массивов, затрудняющих судоходство. Отмечается, что некоторые айсберги могут передвигаться на 40 км в сутки. А знаете ли вы, что айсберги бывают не только белые, но и черные? При движении ледник может снимать с поверхности слои горной породы или грунта, поэтому в его толще образуется черный цвет. Материнские ледники покрывает черный цвет и вулканическая пыль, которая образуется на Шетландских островах. Темные стороны айсберга концентрируются в его нижней подводной части, так как она имеет более высокую плотность, а на поверхности остается видимой лишь небольшая белая его часть. Исследователи полагают, что печально известный корабль «Титаник» в северной части Атлантического океана столкнулся и потерпел крушение именно с подобным черным айсбергом, который оторвался от ледника Северного Ледовитого океана. Арктический бассейн характеризуется суровыми условиями для жизни, но какие бы трудности ни ставила перед животным миром природа, он всегда находит способы приспособиться. Относительно богатой флорой и фауной могут похвастаться только моря, принимающие теплые течения из Атлантики. С обилием морской жизни в Арктике, особенно в субарктике, связано исключительно большое количество птиц. Птицы питаются рыбой, моллюсками, рачками, насекомыми. Невероятный гомон стоит на малодоступных скалистых берегах, где птицы образуют массовые гнездовья, так называемые птичьи базары. Особую роль в фауне играют тюлени. К ним также относят и морских зайцев, способных достигать длину
2,5 метра и весить почти 400 килограммов. Разнообразие в ряд тюленей вносит нерпа и гренландский тюлень. Настоящие великаны среди местных обитателей – моржи. Эти ластоногие хищники способны достигать 3 метров в длину и весить около тонны. Основную массу их тела составляет жир, спасающий от суровых морозов. Редкие и удивительно красивые нарвалы являются ярким примером того, какой фантазией может обладать природа. Раньше на этих существ была открыта охота. Многие мечтали получить рог нарвала, вес которого достигает 10 килограммов. Грациозны, несмотря на свои размеры, гренландские киты. Они являются одними из самых древних в мире. В северных морях обитает приветливый кит-белуха. Белуха – один из 2 видов китообразных, окрашенных в белый цвет. Его также называют поющим китом. Звуки, которые это морское млекопитающее образует под водой, хорошо слышны и на поверхности. Белый медведь – самый крупный представитель семейства медвежьих. Обитает и охотится на дрейфующих и припаянных морских льдах. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым. Для птиц, хищных животных, большое значение имеет рыба. Особого внимания заслуживает полярная треска. Маленькая рыбка стойка к воздействию холода. Она является очень важной для экосистемы Северного Ледовитого океана. Более крупной является пикша. Эта рыба может узнавать сородичей по темному пятну на голове. Фауна Северного Ледовитого океана характеризуется необычными видами. Некоторые из них по-настоящему стали гигантскими. Например, в его водах можно обнаружить самых больших мидий в мире. Не менее удивительна медуза цианея, щупальца которой достигают 20 метров. Удивительные ноги морского паука длиной 30 сантиметров. Природный мир Северного Ледовитого океана активно осваивается человеком. Увеличивается транспортное значение океана. Перевозки грузов по Северному морскому пути осуществляются в основном Россией, по северо-западному проходу – США и Канадой. Воздушное пространство над океаном пересекают трассы из Западной Европы к западным берегам США через Гренландию и Канаду. В морях Северного Ледовитого океана обитает более 150 видов рыб, часть из которых имеет промысловое значение. Промысловый вылов ведется в Баренцевом море, у берегов Исландии и в море Баффина. В других районах рыболовство осуществляется исключительно в целях удовлетворения потребностей местного населения. Также развивается марикультура. Например, в России, в Белом море, выращивают мидий. В недрах океана заключены огромные запасы нефти и природного горючего газа. На Шпицбергене добывают уголь. На мелководье Новосибирских островов, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, известны россыпные месторождения касситерита. Месторождения морских россыпей золота разрабатывают США и Россия. На шельфах всех морей океана разведаны мелкие месторождения железомарганцевых руд, крупные запасы строительных песков и галечников. Огромное значение имеют метеорологические наблюдения. Погоду в океане и сам океан изучают с помощью парусников-роботов, управляемых по радио со спутников. Парусники выходят в заданный район океана и передают информацию на спутник. Хозяйственная деятельность человека приносит не только благо, но и экологические проблемы осваиваемым территориям. Советское прошлое говорит о том, что многие претензии экологов вполне обоснованы. С середины 60-х до конца 80-х годов прошлого столетия СССР захоронил более 17 тысяч объектов с отработанным ядерным топливом в водах Баренцева и Карского морей. Сокращается ледяной покров Арктики. Этому способствуют 3 главных фактора. Климатические изменения, вызванные ростом количества парниковых газов в атмосфере, хозяйственная деятельность человека, а также естественные природные процессы. По прогнозам ученых, даже при умеренном антропогенном влиянии площадь ледникового покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году сократится до 3 миллионов квадратных километров. Можно ли спасти океан от гибели? Ведь природа Северного Ледовитого океана – одна из самых уязвимых экосистем планеты. Для предотвращения экологической катастрофы 19 сентября 1996 года был основан Арктический совет,
представленный 8 государствами мира и Европейским парламентом. Была принята стратегия по защите окружающей среды Арктики, которая направляет всех жителей планеты на сохранение основного источника пресных вод. Важно помнить, что выполнить поставленные задачи и сохранить природу для себя и будущего поколения возможно только усилиями всех жителей планеты Земля. А теперь, ребята, выполним небольшие задания по теме нашего урока. Как вы считаете, какие из этих высказываний являются верными? Северный Ледовитый океан впервые выделен как самостоятельный океан в 1650 году нидерландским картографом Варениусом под названием Гиперборейский океан. В 1845 году Лондонским географическим обществом назван Северным Ледовитым океаном. В СССР название океана официально принято в 1935 году. Все три события имели место в истории океана, то есть все три высказывания абсолютно верны. Найдите соответствие морей, омывающих берега материков Евразии и Северной Америки. Берега Евразии омывают моря Белое, Карское, Лаптевых. Берега Северной Америки – моря Баффина, Бафорта, Гренландское. А теперь найдите соответствие названия вида льда и его изображения на фото. Думаю, что вы с легкостью справились и с этим заданием. На фото изображены разные виды водорослей. Как вы думаете, могут ли они произрастать в холодном океане? Несмотря на то, что в Северном Ледовитом океане не такой богатый растительный мир, арктические водоросли представлены 150 различными видами. Все изображенные водоросли – жители этого океана. На этом наш урок подошел к концу. Надеюсь, что знакомство с географией самого маленького океана было интересным. Но он таит еще множество тайн, которые и вы когда-то сможете разгадать. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!